Ахра, давайте начнем с соглашения, которое уже появилось в парламенте. Насколько нам известно, это соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Даже беглый просмотр этого соглашения вызывает недоумение. Все сферы экономической жизни Абхазии открываются по этому соглашению для иностранных инвесторов, а все споры экономические будут решаться в Российской Федерации. Пожалуйста, в целом дайте характеристику этому соглашению, вы наверняка с ним знакомы, и какое впечатление оно на вас произвело. Предлагать такие соглашения нашему народу, который прошел войну, который прошел блокаду, который понес колоссальные жертвы человеческие, это оскорбляет наш народ. Была встреча в Лыхне, и крестьянин задал абсолютно разумный вопрос: а зачем нам инвестор, который не хочет платить налоги? Зачем нам такой гость, который не хочет помогать нашему народу? Но это соглашение вытекает из подписанных в 2020 году, в декабре, в Жане и Анкваб гармонизации по 45 вопросам. Вопрос 8 – облегчение для российских инвесторов, упрощение трудовой деятельности. Получается такая ситуация, когда несколько лет подряд пытались в закон об инвестиционной деятельности вот эти все преференции включить. Дмитрий Маршаня, Беслан Халваш категорически были против, не пропустили. Теперь они пошли по другой схеме через международные соглашения. У меня возникает вопрос: заслужил ли наш народ такое отношение? Не то, что платить налоги не хотят, они еще хотят получать из бюджета компенсацию. Нашему бедному государству предлагают датировать российский бизнес, так как согласно и российскому законодательству, если российский бизнесмен не заплатил налог на прибыль в Абхазии, его заставят платить в России. Я хочу вернуться к документу, по которому наша исполнительная власть обязалась реализовать эту программу по 45 вопросам. Нам надо прекратить вот эту практику, ездить в Москву, не спросив никого, ни народа, ни общественность, ни научное сообщество, и подписывать обязательства перед руководством России, неисполнимые обязательства. Вы помните, какое было противодействие со стороны депутатов прошлого созыва парламента, и именно вот этому документу, где идет перечень по 45 вопросам. И потом нас, тех, кто пытается защитить права граждан Республики Абхазия, их законные интересы, и нас пытаются выставить, как будто мы против России или мы антироссийски настроены. Зачем это делать? Хозяева Республики Абхазия являются граждане страны. Они не вассалы, если кто-то не понимает, не подданные. У нас нет царей, князей. Мы этот вопрос закрыли более 100 лет назад. И потом, конечно, я не удивляюсь, что в Кремле многие раздражаются, им это не нравится. Но я думаю, надо исходить из другого. Вот, например, сейчас скоро выборы. Выдвижение в декабре, осталось 4-5 месяцев. Почему нашему обществу не предоставляются программы граждан, которых претендуют на этот политический пост? Ахра, что касается лично вас, то вы свою программу как экономист уже опубликовали. Ее можно найти и на вашей странице, и в разных социальных сетях. Эта программа очень большая. На чем вы основывались и на что эта программа нацелена? Моя цель была дать пищу нашим гражданам. Я не претендую на пост главы государства, я не возглавляю политические организации. Я хотел, чтобы наши граждане знали о масштабе проблем. Вы говорите, программа большая, я ее сократил в 3 раза. Для того, чтобы вот она не казалась такой тяжелой. Проблем накопилось в нашем государстве очень много. Наши граждане должны знать, что в стране есть люди, способные эти проблемы решать. Когда уже пойдет процесс выдвижения кандидатов, они могут сравнить, что предлагают политики. Потому что программа должна быть детализирована, пошагово. Люди должны иметь возможность выбирать. Даже то, что я опубликовал, там
нет детализации по энергетике, нет детализации по здравоохранению или по образованию или по обороне, потому что детализация – это масштабные документы, надо все писать, разрабатывать, и это не делает один человек. Вторая цель для того, чтобы за границей, в той же Москве, могли видеть, что в Республике Абхазия есть люди, способные ставить цели, ставить задачи. Есть люди, способные эти задачи решать. И первая часть, например, ее формировали в 2015 году. Там и Эма Капитона Таня участвовала, Даур Курмазия участвовал, и бизнес нас участвовал. Нам навязывают идею, заложенную вот в этом же соглашении, с которого мы начали, освоить Абхазию без граждан Абхазии. В этом соглашении даже заложено открытие филиала банка. То есть это будет параллельная какая-то экономика с участием российских инвесторов, российских банков. Потом сюда придут и страховые российские компании. А где наши люди? Так может наши люди смогут обращаться в этот же банк и брать там кредиты? Сейчас же не дают кредиты. Где эти кредиты? Зачем дополнительные соглашения? Сегодня, например, любая российская компания может приехать в Абхазию, зарегистрироваться, заниматься бизнесом, получать разрешения. Никаких ограничений нет. Для чего нужно дополнительно это все обкладывать соглашениями? А как вы, Ахра, объясните, для чего это нужно? Я это понимаю так, что исполнительная власть, подписав вот эти 45 вопросов, она себя лишила всякой возможности защищать интересы граждан Республики Абхазия. Они уже там обещали. И теперь получается, что вся страна находится в заложниках этой ситуации. Я поэтому предлагаю уже скоро выбор. Для того, чтобы мы к этим выборам подошли спокойно, отложить эти вопросы. Все вопросы общественного мнения показывают, что рейтинг исполнительной власти упал. Народ не доверяет, не поддерживает эту политику. Эта политика никому не нравится. Более 1500 граждан участвуют в этих опросах. Для нашей маленькой страны это приличный срез. Рейтинг 9-10%. Может быть, вы можете вашу программу как-то структурировать? На что направлена каждая часть вашей программы? Ее первый этап подразумевает наведение элементарной финансовой дисциплины в стране во всех вопросах, и в денежных, и в товарных, и в вопросах недвижимости. То есть народ должен знать, что есть у народа, сколько это стоит, кто этим владеет, государство или частное лицо. Должен быть контроль над прибылью, земельные вопросы. Когда мы примем законы, которые будут это гарантировать, которые позволят уполномоченным органам все это контролировать и информировать граждан о состоянии дел, тогда мы переходим ко второму этапу. Первый этап обеспечивает прозрачность. Раз прозрачность дает возможность для функционирования эффективного национальной экономики. Параллельно мы все-таки должны решить с Российской Федерацией вопрос обеспечения денежной массой Республики Абхазия. На сегодняшний день это дефицит искусственный. Даже представители России с этим не спорят. До 25-26 миллиардов рублей, которые должны быть уже в нашем национальном банке на кредитование бизнеса. Их нет, нам их не дают. Этот вопрос надо урегулировать, создать условия для равноправного ведения бизнеса между нашими гражданами и иностранными гражданами. Не как сейчас, где создается колоссальная преференция, колоссальное преимущество именно российского крупного капитала над нашим национальным бизнесом, и это пытается осуществить исполнительная власть, которая по Конституции обязана защищать как раз-таки своих граждан. Пусть покажут мне один документ, где будет такое же отношение к нашему национальному бизнесу. В этом соглашении нет паритетности. Но если власть Республики Абхазия хочет создать условия для российского бизнеса, почему нет в соглашении таких же условий для абхазского бизнеса в России? Тот же, чтобы бензин могли покупать где хотят и как хотят, на любом нефтезаводе в России. Или вопросы, связанные с доступом наших товаров. Почему мы должны возмещать НДС российскому
малому бизнесу, а нет никаких отсрочек для нашего бизнеса по НДСу, когда товар завозится в Россию. Масса вопросов. В этом соглашении мы какая-то территория, которую хотят освоить крупные российские бизнесмены, потому что льготы предоставлять хотят, у кого миллиард рублей. Знаете, они такие бедные люди, им еще льготы надо предоставить. А кому положено льготы? Малому бизнесу, национальному. И этот вопрос тянется. Закон о малом бизнесе с 2017 года он в парламенте там уже запылился. И вот это все накладывает нехороший отпечаток на российско-абхазские отношения. Кстати, одна из причин, почему я вывесил программу, нам нужен серьезный перезапуск экономических отношений с Российской Федерацией. Мы должны осознать вместе с Россией, что положение, да, оно не устраивает ни российскую сторону, но оно не устраивает и абхазскую сторону. Надо сесть, сделать детальный анализ, определить реальные причины такого положения дел и перезапустить экономические отношения для того, чтобы претендовать на прибыль могла не только российская сторона, но и Республика Абхазия, потому что Республике Абхазия нужны ресурсы для того, чтобы решать вопросы демографии, вопросы образования, безопасности. Те же ветераны наши, за их здоровьем надо следить. А если будет война, скоро выборы в Грузии, вдруг там другие люди к власти придут и откроют здесь второй фронт, кто должен первый удар принять? Ветераны. А у них есть спортзалы, а они могут получить реабилитацию бесплатно. Нету этого всего, это все надо делать, чтобы сохранить нашу молодежь. Вот как в Карабахе, там 3-4 тысячи, пацаны погибли, 20-летние, не обстрелянные, не обученные. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам нашего народного собрания. Я считаю, этот документ, даже вот его просто смотреть в него, знаете, не должны. И просто его завернуть. Тем более выступал Кан Валерьевич Кварча, он правильно сказал, что нарушены процедуры. Прежде чем подписывать это соглашение, недавно внесли поправки, должны были с участием и с информированием депутатов. Поэтому этот документ надо завернуть и готовиться, я считаю, лучше к выборам и подписывать с Россией реальные соглашения, которые учитывают интересы как России, так и Абхазии. Есть такое мнение, что нет необходимости принимать новые законы, потому что те законы, которые есть в Абхазии, они не действуют. Что бы вы на это сказали? Я бы сказал, что это мнение устоялось в обществе. Те же опросы общественного мнения показывают, что от 43-4 до 49% граждан страны не верят в политическую систему. Они не верят в политикам. Это очень большой слой общества, и политическим деятелям придется приложить колоссальные усилия для того, чтобы получить доверие граждан. Как раз таки оно связано с тем, что многие законы не работают. Оно подрывает устои государства, подрывает доверие граждан, не обеспечивает справедливость. И конституционные реформы, которые обещаны народу с 2002 года, уже надо их реализовывать для того, чтобы был баланс властей. Только баланс исполнительной, законодательной и судебной власти позволит работать закону. Это требование наших граждан. И, кстати, я сомневаюсь, что те политические силы, которые не предоставят народу план конституционных преобразований, получат хоть какое-либо доверие со стороны граждан. Ныне действующая власть обещала эти реформы и много чего обещала. Она не исполнила, поэтому доверие крайне низкое. Поэтому не надо это игнорировать. Надо предоставить план и конституционных преобразований, и экономических,